Они были довольно-таки жесткие, так сказать, ответ на вот расширение потенциала западной помощи в отношении Украины. Вот. И дана была оценка такая, что если натовские структуры попытаются, так сказать, включиться в реальный процесс военных действий, то Россия оставляет право применить и ядерный потенциал. Ну, что касается о том, что действительно Российская Федерация должна принять соответствующие меры, да, были приняты такие вот суждения о том, что военная операция идет не по вине России, Российская Федерация защищает свою безопасность, и дана была четкое указание на то, что Россия будет защищать свой суверенитет и национальную безопасность. Вот. Я думаю, что такое послание, оно адекватно вот нынешнему состоянию, и судя по аналитике западных экспертов, да, они оценивают довольно-таки соответствующим, да, тем сложностям, которые вот существуют сегодня. В послании говорится о том, что уровень школьного образования соответствовал, так сказать, стандартам, высоким стандартам, и чтобы не понадобились репетиторы. Вот о чем даже было сказано, что получается уровень не во всех школах и регионах, она достаточно высокий, и вот родители пытаются, так сказать, дополнительно нанимать репетиторов и так далее, что обращает внимание на то, что уровень школьного образования должен быть высоким, он должен быть достаточно, скажем так, равным везде, независимо в каком это регионе, и для этого, конечно, нужно уделять внимание преподавательскому составу. Престиж преподавательской работы, он должен быть высочайшим, об этом тоже говорится в послании. Вот. Я думаю, что эти вопросы, они также подниматься будут и в Абхазии. Она актуальна, потому что кадровые как раз-таки педагогические педагогов как раз-таки отстают. Педагог это, скажем так, центральная фигура в сфере образования, да, его престиж, определяет в целом успех образования, вот престиж социальный, материальный, так сказать, моральный, нравственный, так сказать, это, конечно, большая проблема. В материале это, надо сказать, справедливо. В советские времена педагог имел социальный престижный статус, да. Вот, его надо возвращать. Что касается многих, большинство направлений, которые озвучено, поставлено в качестве задачи стратегического направления, они для Абхазии актуальны, конечно, также актуальны. Семья, образование, кадры, наука, социальная сфера в целом, это очень важно. Это, можно сказать, универсальные направления. Вот. И я думаю, что в нашем абхазской действительности они тоже будут озвучены. У нас также ежегодное послание президента, также по Конституции она и право президента, и обязанность президента. Вот. И я думаю, что оно будет озвучено, эти направления, да. В плане реализации, конечно, будут сложные вопросы, но на то существуют рычаги, средства у государства, чтобы они могли решать эти вопросы. Я уверен, что Абхазия в союзничестве с Россией даст серьезный импульс, этот союз, в решении этих вопросов и безопасности, и социальной сферы, и духовной сферы, что немаловажно сегодня, да.